Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет и что случится с вами в ближайшие минуты, часы и дни. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Отсыпочка готова. Давайте будем разбираться. В самом корне рисунка, смотрите, показывают, что звезда падает к вам в руки. И звезда, я вам скажу, не маленькая. Это звезда большая. Она четырехугольная. Прям видите, по небу летит, медленно спускается и к вам в руки падает. Что-то у вас случится феноменальное, необычное, волшебное. Звезды — это у нас незабываемые события, а также исполнение мечты, исполнение желания. Видите, как летит траектория с правой стороны. То есть это не только исполнение мечты, либо какое-то грандиозное событие, но еще и очень важное и полезное для вас событие. Видите, прям в руки к вам летит. Даже и ловить не надо, да, она сама летит к вам, прям в руку ложится. Очень хороший знак. Дальше показывают встречу, которую вы не планируете, но планирует за вас судьба. Буквально в каком-то самом неожиданном месте судьба вас с кем-то вот прям сведет, столкнет, я бы даже сказала. И для вас, и для того другого человека это будет полнейшей неожиданностью. Но судьба ведь все верно рассчитала и задумала. Вам нужно увидеться, вам нужно поговорить, вам что-то нужно этому человеку сообщить, что он не знает, либо она не знает. И человек вам что-то должен сообщить из серии, что вы не знаете, либо вам необходимо узнать. Очень полезная встреча. Вот прям полезнее не придумаешь. Кстати, вы будете очень довольны. А человек вас будет очень долго благодарить и очень долго с вами прощаться. Да, очень много слов благодарности. Ну, вы тоже, конечно, поблагодарите, но у вас дела, вам некогда, вам бежать нужно. А человек прям за руку держит, трясет. Ой, спасибо, если бы там не ты, я бы пропал. Да, вот какие-то такие слова услышите. Хороший знак. Вы друг другу поможете, вы друг другу сообщите некую ценную информацию, ну, грубо говоря, глаза откроете, да, помощь окажете. Дальше вот здесь показывают бабочку и сачок. Кто-то попытается вас поймать, да, вы как прекрасная бабочка, некий человек пытается вас сачком поймать. Но сачок-то маленький, и таким сачком навряд ли можно вас поймать. Прям порхаете, как будто бы троллите этого человека. Человек, конечно, будет очень недоволен, там прям раскроет всю свою суть, истинную суть. Вот. Ну, вы, скорее всего, догадывались, просто сейчас вы получите подтверждение. Да? Человек пытается поймать вас. Зачем ему это нужно? Наверное, что-то нехорошее задумал. Либо какой-то вот замысел, умысел, да, у человека. Ну, нет такого сачка, которым бы можно было вас поймать. А это все, как, знаете, детские игры. Еще показывают женщину, ее палка бьет. Причем палка такая, знаете, на эту дубинку похожа. Либо на, вот в бейсбол играют, да, вот такая палка, да, широкая, бита называется точно. И вот как будто бы эта палка эту женщину бьет. Бьет она ее не просто так, потому что эта женщина что-то очень плохое задумала. И это плохое могло бы навредить вам, другим людям. Вот как будто бы это сама небесная рука эту женщину побивает, да, чтобы дурь вся из головы ушла, чтобы глупость из головы ушла. То есть женщина, начиная что-то делать плохое, столкнется с какими-то травмами, столкнется с какими-то падениями. Вот, знаете, на нее ни с того ни с сего что-то может упасть. Либо там на ровном месте стояла, упала, да, либо шла и упала. Вот.
пожалуйста, обратите на это внимание. Это будет происходить где-то рядом с вами, на ваших глазах. То есть таким образом высшие силы не позволяют плохому плану либо плохой идее осуществиться. Да? Вот останавливают на ходу эту женщину. Выглядеть она будет, конечно, несчастной, но жалеть ее не стоит, потому что все ее замыслы, они ужасны. Вот ужасны. Понятно, что, наверное, она не рассказывает, что я хотела вам всем навредить. Скажет, наверное, совершенно по-другому, что вот я такая несчастная, да, со мной такая вот катастрофа случилась, но жалеть ее не стоит. Она сама по себе какая-то, знаете, вечно жизнью недовольная, сильно завидует другим и не может, не умеет за других порадоваться. Наоборот, ей хочется всем вот почему-то из-под тишка вредить. А так высшие силы ее остановят. Дальше. Какое-то сообщение вы получите интересное. Сообщение, которое заставит вас крепко задуматься. Что там будет написано, я не могу сказать. Какого формата, любовное, рабочее, либо это еще что-то может быть. Но прям долго будете об этом думать, размышлять будете, да, вот как-то так заденет вас это сообщение. Может, и не сразу ответите, потому что не поймете, да, что отвечать. Ну, либо растеряетесь, да, что ответить. Но вот как сообщение мне идет, да, что-то написанное вы читаете. Дальше. Вот здесь показывают воздушный змей. Он небольшой, но он низко летает. Воздушный змей – это все, что связано со страхом. Переживание, страх, неуверенность в себе. Видно, какой-то человек, да, столкнется с тем, что будет ощущение, что вот я не могу, я боюсь, я не уверен. И этот человек как будто бы, ну вот как в заморозку впал, да, в ступор впал. И вам придется приложить усилия, чтобы этого человека как-то вывести из этого состояния, да, сказать, что ну, не бойся, ничего страшного нет. И это всего лишь воздушный змей, и он еще и маленький, да, бумажный, там, чего бояться, все нормально. Да, время потратите, незапланированное время потратите, потом будете пытаться какое-то дело успеть нагнать. И какая-то вот спешка, да, спешка, суета небольшая идет, устанете очень сильно. Но зато и дело сделаете, и человеку поможете из ступора выйти. Это тоже, кстати, небеса все замечают, все видят. Дальше показывают седло. И вот мужчина, седло, вроде как лошадь нужна, да, а лошади не видно. Мужчина к какой-то работе будет готовиться, либо на какую-то работу настраиваться. И тут такой момент, вот, что вроде все готово, а лошади нет. Да? А где лошадь? Может, лошади вообще не будет. У него волнения могут быть на этой почве, либо будет сам не свой, ходить, там, дергаться, да, как-то так себя вести немножечко странно. Это время просто нужно перетерпеть. Лошадь точно будет. Ну, может, не на этой неделе, может, на следующей неделе. Лошадь точно будет. Там какая-то заминка, задержка. Чисто какая-то техническая ситуация, она никак не повлияет. А вот мужчина либо очень эмоциональный, либо впечатлительный, либо мнительный, поэтому так себя будет вести. Вот вы же, мои девочки, просто перетерпите, не обращайте внимания. Ну, либо ему скажите вот один раз, что расслабься, все будет хорошо, я это знаю. И все так и исполнится. Вот. А он там ходит, руки заламывает, ну где же, да, когда же, мне же обещали. То, что ему обещали, оно полностью будет выполнено. Просто есть какой-то форс-мажор, лошадь задерживается. А то, что он готов до срока, так он молодец, да, он умничка, да, он серьезно настроен. Дальше. Вот здесь показывают птицу, которая по воде ходит, рыбу ищет, скорее всего. Вы то ли с кем-то говорили накануне, то ли вы какое-то объявление, может быть, разместили где-то в интернете, либо еще где. Вы знаете, может быть, не будет никакого ответа, либо не будет обратной связи, но ваше объявление, оно попадет именно туда, куда надо, либо именно к тому человеку, либо именно к тому покупателю, работодателю, кто действительно может вам предложить достойный вариант. Еще бы я советовала не переживать, а, допустим, поискать другие места, где можно еще разместить объявление. То есть там какое-то время должно пройти. Может, оно там долго обрабатывается, долго там не попадает в ранжирование, может, еще что-то происходит. Ну, то есть, в принципе, попала куда надо. Да? Птица по воде ходит. А где рыба живет? В воде рыба живет.
Как только рыба подплывет, либо появится, да, птица его схватит, и все будет хорошо. Но это для тех, наверное, кто ищет работу, либо кто-то хочет что-то продать, например, да, либо какие-то услуги оказывает. То есть не сразу, не за мгновение, не за час, не за день, не за сутки. Чуть попозже, да, вот какое-то время должно пройти. Дальше показывают женщину, к ней мужчина на руки садится, ну, как ребенок, да. Либо он себя плохо чувствовать будет и нуждается в том, чтобы за ним поухаживали. Ну, либо он у вас балованный, да. Прям вы его приучили, что вы там ему и готовите всякие деликатесы, вкусняшки, и по первому требованию там и на стол ему накрываете, и полностью там все на себя, да, вот взяли, да, домашние это дела. Ну, наверное, надо как-то немножечко вам уходить в сторону того, что мужчина должен быть более самостоятельным. Он, кстати, еще может прикидываться, да, вот говорить, а я не умею, а я не могу, у меня не получается. Вот. Ну, как балуются, да, как ребенок себя ведет. Ну, детей не только холить или лелеять, нужно ухаживать за ними, но и воспитывать. Так что, девочки, пришло время воспитывать этого непослушного мужчину. Кстати, наверное, он будет и не против. Ему очень важно получать от вас внимание, качественное внимание. Когда вы его распекаете, воспитываете, это же тоже внимание. Да? Он все понимает. Он все понимает, просто иногда вот как ребенок, да, либо баловаться любит. Дальше показывают яблоко. Яблоко — знак соблазна. Что-то вас может соблазнить, либо кто-то вас может соблазнить. Ну, яблоко небольшое, в принципе, я думаю, ничего страшного не случится. Это может быть какая-то неожиданная, спонтанная покупка, эмоциональная покупка. Также может быть, что вы вот не рассчитывали куда-то пойти, либо с кем-то куда-то сходить, а человек вас буквально там соблазняет за 3 секунды, и вы машете рукой и говорите, а ладно, сходим, да? Вот какой-то небольшой соблазн показан. Дальше показан стол, за ним сидят люди, но люди очень грустные. А вы знаете почему? Потому что вас за этим столом нет. Вот вас нет, нет веселья, либо как-то вот тухло все это выглядит. Может быть, эти люди вас звали, вы не пошли, но опять же в силу какой-то занятости, да, обязанностей. А может быть, эти люди вас не позвали. Но без вас праздник точно не получится. Очень грустные люди сидят, очень унылое такое мероприятие показано. Дальше показывают большую собаку, кость грызет. Что-то у вашего друга либо подруги хорошее случится, да, что-то вот человек там выгрызет какие-то себе плюшки, угощения, может премию получит, да, еще что-то на вашей стороне. Возможно, человек вам сразу об этом скажет, ну, либо даже как-то с вами поделится, либо пригласит к участию. Ну, хороший у вас друг, либо очень хорошая подруга. Дальше показан образ женщины, которая волосы распускает. Волосы, дорога, решение. Либо вы куда-то поедете, либо вы какое-то неожиданное решение примете. Вот как, знаете, сами себя не узнаете. Возможно, вы человек такой очень аккуратный, прагматичный. Вы там 100 раз подумаете, взвесите все за и против, там проконсультируетесь, не спешите, да, принимать решение, либо делать свой выбор. А тут как-то очень быстро все получится, как будто бы и не вы это вовсе. Но вы точно не пожалеете, потому что волосы у вас в правую сторону тянутся. То есть это абсолютно будет правильное решение, либо правильная поездка. Дальше показан человек, который прячется. Тут некто будет прятаться, причем прятаться за спинами других людей. Знаете, как из-за спины так немножко выглядывает, да, но не выходит. Человек явно чувствует свою вину и испытывает перед вами некий страх. Страх, что вы вот спросите, либо накажете. Поэтому ведет себя именно вот таким вот странным образом. Ну, если вы сильно захотите, то вы и так спросите, да, и вас эта ситуация не остановит. Но, видно, вы не хотите связываться, поэтому позволяете этому человеку думать, что он в безопасности. А отвечать этому человеку все равно придется и перед вами, и перед другими людьми. То есть человек просто оттягивает это время.
Дальше показывают букву О и букву С. Ну, прям какой-то контакт между вами. Здесь вот прям искры летят, здесь звездочки летят. Либо очень удачно посотрудничаете, либо очень удачно время проведете. Кстати, может и страсть случиться, да, потому что искры все-таки про страсть. Ну, а звездочки больше про удовольствие, про радость, да, какую-то. И даже если вы, например, там две женщины, да, одна на О, другая на букву С, либо два мужчины, взаимодействие просто прекрасное будет, идеальное, я бы даже сказала. Вам двоим все очень и очень понравится. Дальше. Вот вижу, что вы на какого-то паука сверху сели и прям давите на этого паука. А паук сопротивляться не может. И такой прям, знаете, послушный кого-то поставить на место. Либо того, кто пытался манипулировать, поставить в зависимое положение. Но у вас вполне себе достаточно и силы, и ума для того, чтобы любого манипулятора прижать к ноге, так сказать. Паук, конечно, очень крупный, а вы гораздо меньше смотритесь на этом пауке, но тем не менее вы сильнее, объективнее, вы сильнее, вы смелее. И вы никого никогда не будете бояться, да, ни перед кем не будете шапку снимать, да, либо кланяться. И если кто-то пытается на вас напасть, да, в свою эту паутину затянуть, то вы церемониться тоже не станете. Вот как прям оседлали этого паука и на нем катаетесь. А паук как бы и деться ему некуда, да, послушно вас слушается. Либо послушно выполняет все ваши задания. Дальше вижу, что вы по какому-то делу пойдете в новое для вас место, нервничать будете. Ну, потому что вы там не были, вы не знаете, что вас там ждет, с кем и чем вы там столкнетесь. Да? Может, там люди неадекватные, либо злобные, либо там какие-то непонятные часы работы. А вы знаете, дорога у вас через мост идет. Может, в прямом смысле слова, да, придется переходить какой-то мостик, либо большой мост переезжать. Вы знаете, это знак удачи, знак того, что у вас все получится, либо ситуация будет идеальной. Если никакого моста нет, то вы в этой новой для себя организации либо структуре, вот куда вы там пойдете, вы очень быстро установите контакт с неким человеком, который будет вам помогать, подсказывать, ну буквально вот за руку будет вас водить, да, и все у вас хорошо тут закончится. Дальше. Вот здесь некий человек пытается затушить какой-то вулкан. Знаете, вот как руками как-то зажать, либо что-то туда засунуть. Попытка что-то скрыть, либо не допустить. Попытка, конечно, не пытка, но все это может закончиться не очень хорошо. И если бы этот человек там позвал вас на помощь, либо проконсультировался бы с вами, может быть, что-то бы из этого и вышло. Но так вижу, что человек только лишь может навредить. Да, навредить. Ну, навредить себе получается, да, в таком случае человек, наверное, свои какие-то косяки пытается закрыть, но не получится, все равно рванет, да, будет взрыв, будет дым, будет лава, ну, человек как бы пострадает, скорее всего, да, из-за своей этой самонадеянности либо глупости. Дальше какая-то вот швабра, что ли, как, знаете, вот полы мыть, что ли, кто-то будет мыть скользко. Возможно, да, где-то вы будете находиться, а там, например, персонал уборку проводил, да, и, например, они не поставили вот эту табличку, что скользкое покрытие. Ну, у вас же глаза есть, вы видите, идите очень аккуратно, либо обойдите, либо дождитесь, пока высохнет, потому что может быть очень скользко. И еще у кого-то по этим знакам может отыграться ситуация, когда вам что-то насоветуют, да, насоветуют, а вы пойдете и упадете, да, потому что советы были дурные, либо советы были глупые, либо советы были от черного сердца, да, вот специально могли гадости наговорить. Поэтому чужие советы не воспринимаем как стопроцентную правду, да, всегда ищем подвох. И второй момент, если действительно где-то вот была влажная уборка, лучше обождать, либо обойти, потому что может быть действительно очень сильно скользко. Оно вам надо, да, падать. Зачем это? К чему это? Это не надо нам. Да. Обойдем, либо подождем. Вот. Такой вот прям знак предупреждающий.
Дальше. Вот здесь человек в короне. И этот человек, ну, буквально кому-то там задание, да, выдает. Это может быть и начальник, и какое-то вот лицо, которое себя возомнило королевской крови. Но недолго этому человеку осталось командовать. Здесь вот буквально показано, что над этим человеком сгущаются тучи. И тучи очень мощные. Там точно будет какой-то град, либо снег. Что-то будет сильное происходить. Человек ни сном, ни духом, в таком прям прекрасном расположении духа, свои права качает, но не замечает. А вы заметите. Вы заметите, и говорить об этом не надо, потому что человек все равно не поверит. А еще может вас словесно задеть, либо обидеть, не дай бог. Да? Лучше ничего не говорите. Пройдите мимо. Этот человек сам себе устроил эти тучи. Не тех людей обидел, либо не тем людям дорогу перешел, либо слишком много жалоб на этого человека поступили. Ну, какие-то будут серьезные последствия. Вот. А вы видите наперед. Дальше. Тут с деньгами какой-то вопрос показан. Деньги. За что-то придется деньги давать, но в меньшем количестве, чем вы, например, рассчитывали, либо вам сказали, либо вы узнавали заранее. То ли вам неправильно цену назвали, то ли вам какую-то скидку дадут, то ли, ну, может быть, действительно там какое-то стечение обстоятельств, ну, либо какая-то акция будет происходить. Да? Вы приходите с деньгами, вам говорят, давайте, но не все. Да? Все не надо. Кстати, вы будете улыбаться, вам это будет приятно, да? Что вот можно деньги сэкономить и не все потратите. Еще, возможно, вы решите делать какую-то покупку, да, возьмете деньги, придете, а в этот день в магазине, например, будут скидки. Неплохо, даже очень неплохо. Вы очень будете довольны. Прям настроение у вас улучшается. Дальше женщина. У женщины что-то с шеей. Я не могу понять, что. Либо у нее вот эта холка, вдовий горбик, либо шея вообще какая-то очень короткая, либо ну, какой-то перекос у нее. Что-то у нее с шеей мне показано. Вы знаете, на этой женщине вот как темное покрывало мне идет. Либо ее кто-то сглазил, либо кто-то испортил. А возможно, она и сама чем-то таким занималась, и ей просто откат пошел. Да? Вот что она другим желала, то она и получает. От этой женщины лучше держаться подальше. Подальше, и чем дальше, тем лучше. Ничего от нее не брать и ничего своего ей не давать. Но вы эту женщину точно знаете. А вот в ближайшие дни она буквально вот из ниоткуда появится. И либо что-то будет вам давать, либо что-то будет у вас просить, ничего не давать. Пусть она думает, что вы грубиянка, либо что вы злая, там, злой. Но ничего давать не надо, брать не надо, иначе и на вас может подсесть эта негативная энергия. Знаете, как это зараза, да? Зло и негатив, он очень заразный, как вирус, как бактерия, в конце концов. То есть это как гигиена мне идет, да? Соблюдение норм гигиены, энергетической гигиены. Так, еще кто-то из вас в гости, наверное, да, в чей-то дом вы придете, в гости, скорее всего. И вот в этом чужом доме вас кто-то может напугать. Ну, допустим, это может быть какой-то человек, случайно, да, не специально. Или животное, домашнее животное. Опять же, не специально. Да, вы, прежде чем идти к кому-то, поинтересуйтесь, есть ли домашние животные. И есть ли шутники в этом доме, да, присутствуют ли в наличии, вот, чтобы вы это для себя понимали. Ну, как бы это не очень приятно, ну, как шутка, не шутка. Ну, если животное, то понятно, что вообще не специально, просто, ну, так придется. Вот. Ну, и, конечно, будьте поаккуратнее, по сторонам смотрите, да, и как бы понимайте, что все может произойти, особенно в чужом доме, да. То ли шутка, то ли, да, животное. Ну, вот как напугаться можете. Но ничего серьезного я не вижу. Там, каких-то негативных последствий я точно не вижу. Там, специально не вижу. Потому что человек, вы думаете, вы вдвоем с подружкой будете, а у нее там, не знаю, кто-то из родственников в соседней комнате спал. Ну, либо просто находился. Да, вот какой-то такой момент. Дальше. Вот здесь я вижу, что вам придется кого-то учить, обучать, наставлять.
И человек достаточно такой, знаете, ну, я не могу сказать, что есть проблемы, но как-то туго доходят, да. Придется потратить прям конское количество времени, чтобы человек хоть что-то усвоил. И у кого-то вот прям нервы будут сдавать, потому что вы прям руки опускаете и говорите, ну как так, я тебе объясняю уже 101 раз, да, обычные какие-то простые вещи, а ты никак запомнить не можешь. Ну, так иногда бывает, да, не все такие умные, как вы, либо не всем так легко дается понимание. Человек не специально, сразу говорю, да, человек очень хочет понять, научиться, но что-то не позволяет. Да? Есть что-то, что не позволяет, может быть, концентрироваться, либо человек о чем-то о своем таком думает, либо переживает, и это перекрывает, да, канал понимания, восприятия. Знаете, как говорят, вполуха слышит, да, вполуха. Так, здесь у вас знак Овна. Возможно, человек, который родился под знаком Овна, буквально вот как-то по щелчку пальцев решает какой-то ваш вопрос. Вы такого давно не видели, а кто-то в принципе никогда не видел. Знаете, это прям чудесное событие, да? Человек, ну, действительно очень быстро решает очень сложный и важный для вас вопрос. Человек либо на профессиональном уровне это делает, да, имеет такой навык, либо человек действительно вот по жизни такой, да, вижу цель, не вижу препятствий. Слушайте, встреча с этим человеком, участие этого человека в вашей жизни, это прям как подарок судьбы. Да, вы с этим человеком обязательно обменяетесь контактами, ну мало ли еще пригодится, да, либо какие-то вопросы будут, а этот человек с удовольствием очень быстро все порешает. Так, есть некто, кто за красивые глаза ресурсы получает. Ну, и этот человек может хвастаться этим. То есть не за знания, не за работу, не за какие-то навыки, а просто за красивые глаза. А вы, мои хорошие, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что если вот легко пришло, так же легко и уйдет. Вот. А хвастовство высшие силы очень не любят тех, кто хвастается и придумают, как этого человека наказать. Вы же со своей стороны, да, вам все тяжким трудом достается, потом и кровью. Но то, что ваше, при вас и останется. А вот кому за красивые глаза пришло, как пришло, так и уйдет. Да? Ничего от этого, никакого толку, проку не останется. Ну, скорее всего, какая-то женщина будет хвастаться, демонстрировать какие-то свои, не знаю, подарочки, покупочки, да, там что-то будет еще там рассказывать. Ну, просто не обращайте внимания, как этот белый шум, да. Относитесь как к белому шуму. Дальше показывают ваш дом и показывают, что вокруг вашего дома кто-то будет ходить, но в дом не войдет. Не войдет, потому что боится, стесняется, либо не войдет, потому что защитники, да, ваши защитники не впустят. Потому что у человека дурные намерения, да, человек там что-то лихое задумал, и просто на порог не впустят. Да, будут как-то вокруг ходить, вплоть до того, что вы говорите человеку «заходи», либо «пойдем», а человек такой «да-да» и идет в обратную сторону. Вот. А если стыдно, то, наверное, вы не увидите этого человека. Да? Человек несколько раз будет подходить к вашему дому, отходить от вашего дома, но так и не решится войти. Да, чувство стыда не позволяет войти. Дальше. Вот на работе, скорее всего, либо в делах некто пытается подлить масло в огонь, либо, в принципе, разлить некую жидкость, да, которая вот скользкая. Смотрите, здесь у вас было предупреждение, и здесь показывают. Кто-то либо навредить пытается из-под тяжка, либо вас остановить, может замедлить. Может быть, человек искусственным образом создает проблемы для того, чтобы проявить свой какой-то героизм, либо какие-то свои бонусы получить, да, может, ресурсы с вас получить. Но вы, пожалуйста, не расстраивайтесь и знайте, что ангелы не дадут вам упасть, высшие силы не дадут вам упасть. И если человек прям конкретно создает вам проблемы, найдется другой вариант, найдется другой путь, причем сразу. И, кстати, возможно, не один путь найдется. И, возможно, действительно вам нужно с кем-то другим сотрудничать, либо по-другому решать свой вопрос. Вот как говорят, все, что не делается, все делается к лучшему.
То есть человек-то думает, что он с вас что-то поимеет, либо вас там в обороты возьмет. На самом деле человек, наоборот, вас потеряет, а вы свой вопрос по-любому решите. Дальше. Женщина мужчине какой-то массаж делает. Ну, а может и не массаж. Спину разминает. Если вы мужчина, у вас проблемы со спиной, обязательно идите на массаж и идите к женщине, специалисту. Не к мужчине, а к женщине. Если дома там прихватило спину, не дай бог, либо там свело, то разомните спину своему любимому человеку, либо там, может, это и не любимый человек, может, это родной человек. Вы понимаете, у вас руки волшебные, и в руках энергия очень хорошая есть. Энергия, которая способна и боль заговорить, и болезни исцелить. Ну, понятно, что этим нужно постоянно заниматься, да, регулярно заниматься, но вот ваши прикосновения, они очень целебные. А если вы мужчина смотрите, да, идите на массаж, но выбирайте специалиста женщину. Именно женщину, да, потому что мужчина, навряд ли вам сможет принести облегчение либо помощь, а вот женщина 100% после ее сеанса будет намного легче. Так, здесь у вас, смотрите, какой-то стрелок с луком целится, стрелять будет. В кого, не могу сказать. В какую-то цель, наверное, которая по небу летит, либо где-то очень высоко находится, да, потому что лук как-то вверх направлен, в небо, как будто бы. Возможно, это будет какое-то решение, которое позволит вам точно в цель попасть. Может, это будет даже спонтанное решение, либо, вот говорят, ткнуть пальцем в небо. А может быть, это кто-то, не вы, но кто-то, кто поразит вас своим умением и талантом. Да? Человек прям меткий стрелок и в любую там дичь с любого расстояния, да, попадает. На правой стороне событие очень благополучное для вас идет. Прям более чем благополучное. Перекрывает стрелку, которая постоянно падала, стремилась вниз. Все-таки хорошее, да, неплохое. В самом венце показана открытая, чистая дорога, прямая. Это очень хороший знак, знак того, что вам открываются дороги, либо то, о чем вы думаете, может, вы куда-то собрались ехать, да, дорога будет чистой и открытой. И каких-то препятствий, либо непроходимых участков точно не будет. Да? Точно не будет. Чистая, открытая дорога. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.